их встречи на этом чемпионате. В пятницу, в первый соревновательный день, сборная Якутска со счетом 10-4 выиграла у сборной Нерюнгринского района. И в следующий день, в субботу, сборная Якутска со счетом 20-4 одолела команду Якбор, сборную команду из хоккеистов Якутска и барагонцев. Самый крупный счет, кстати, зафиксирован в этой встрече. Таким образом, за 2 дня команда Якутска набрала 6 очков. Ну и сегодня заключительный день чемпионата. Все ждали эту встречу. Якутск сошелся в борьбе за чемпионство с командой из Мирнинского района, которая также в активе имела до сегодняшнего дня 6 очков. И в ходе напряженнейшей игры по итогам 3 периодов в основное время команда Якутска выиграла со счетом 7-3. Действительно, очень напряженная встреча прошла. У нас вперед выходили сначала мирнинцы 1-0. Выходили вперед, Якут сравнивал, потом 2-1, Якут снова сравнивал. И потом во втором периоде столичные хоккеисты наконец-то вышли вперед и начали потихонечку увеличивать преимущество. И в итоге одержали победу со счетом 7-3. Таким образом, сборная Якутска набрала максимальное количество очков, то есть 9 очков. И при этом давайте обратим внимание на статистику. 37 забитых шайб при 11 пропущенных. В прошлом году у Якутска результат был чуть лучше. В прошлом году Якут забил 41 гол и пропустил 8. Но это не важно. Главное то, что Якутск по праву зашел на первую ступень пьедестала чемпионата. Следом у нас идет, соответственно, команда из Мирнинского района. В ее активе 6 очков. Мирнинский район в первый день чемпионата со счетом 12-3 оказался сильнее коллектива Якбор. На следующий день, во второй соревновательный день, мирнинцы нанесли поражение своим принципиальным соперникам из Нерюнгринского района со счетом 10-3. Ну и сегодня мирнинский коллектив остановился в шаге от золота, потерпев поражение от столичных хоккеистов. На втором месте Мирнинский район, 6 очков, у них 25 забито и 13 пропущено. И бронзовым призером у нас стала команда Нерюнгринского района. Этот титул они заслужили сегодня. Мы этот матч смотрели также в прямом эфире. Эта встреча у нас стартовала в 12:30. Встречались они с командой Якбор. Ну и, собственно, в ходе очной встречи был выявлен бронзовый призер. У нерюнгринской команды 3 очка. Ну, то есть единственная победа сегодня была добыта ими. У них 15 забитых при 23 пропущенных. Ну и замыкает на последнем месте в первой лиге. Друзья, в первые дни наших телетрансляций с Эллей Ботура у нас команда, которая заняла последнее место в первой лиге, в данном случае у нас Якбор, встретится с победителем второй лиги. Это у нас Хангаласский район. То есть это не означает то, что Якбор уже вылетел во второй дивизион. Им еще предстоит оспорить это право. И хотелось бы отметить то, что у нас места распределили. Бронзовые медали были оспорены в последнем туре. Тогда сборная Мирнинского района в ходе напряженнейшей встречи со счетом 7-5 победила своих соперников из Нерюнгринского района и таким образом заняла второе место. Ну, как вы уже поняли, дорогие друзья, у нас выявление победителей и призеров проходило по круговой системе. Директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисамуддинов собственноручно вручит медали и кубки победителям и призерам. Пока что у нас идет подготовка к церемонии награждения, заполняются грамоты, сверяются статистические данные. Вот сейчас я с комментаторской позиции наблюдаю, как Владимир Тагирович активно работает с представителями судейского корпуса. И, как я понимаю, все уже практически
готова для начала церемонии награждения. На льду уже у нас стоят столы с наградами, кубками и медалями. В скором времени у нас выйдет на лед парад участников. Вот мы видим, как наши коллеги работают. Там уже хоккеисты, да, построились хоккеисты. И по приглашению главного судьи, как я полагаю, все участники чемпионата выйдут на лед для церемонии награждения. Ну и, пользуясь такой заминкой, дорогие друзья, я предлагаю вспомнить состав победителей, триумфаторов нашего чемпионата. Сборная команда Якутска выиграла все свои встречи, набрала 9 очков, 9 из возможных, то есть стопроцентный результат. И состав таков. 20-й номер Генрих Рыданных и его коллега по амплуа, тоже вратарь, Дмитрий Макаров. Выступал он под первым номером. 5-й номер капитан команды Руслан Исхаков. 58-й Эдуард Дроздов. 56-й Никита Невидомский. 15-й Андрей Плахин. 17-й Ярослав Васильев. 75-й Михаил Тумигин. 12-й Сергей Третьяков. 90-й номер Никита Дружинин. 14-й Яков Сандаков. 19-й Денис Чудинов. 77-й номер Вадим Цикунов. И 16-й номер Дмитрий Ефремов. Вся эта дружина выступала под руководством главного тренера Константина Фаткулина. Ну и вот, ровно мы закончили с составом сборной команды Якутска. На арене у нас объявляется выход участников чемпионата. Под хорошо знакомый музыкальный мотив на льду появляются победители и призеры чемпионата республики по хоккею с шайбой 2018 года. Вот они, все участники чемпионата, которые дарили нам на протяжении этих 3 дней. Замечательные матчи. Ну что ж, видим то, что у всех хорошее настроение. Завершился чемпионат. Ну, можно грустить только по одному поводу, то что столь долгожданное событие завершилось. Ну, а во всем остальном, конечно же, мы... Очень впечатляющая поддержка была сегодня у сборной команды Якутска. Все вы, наверное, прекрасно слышали то, как поддерживали местные любители хоккея столичную команду. Были и барабаны, были и крики, кричалки. Согласитесь, при такой поддержке выигрывать чемпионат, наверное, вдвойне приятнее. Ну что ж, все готово для начала церемонии награждения. Командующий парадом построил всех участников. И нам представляют. Да, президент Федерации хоккея Республики Саха-Якутия Олег Тарасов будет награждать победителей и призеров. Ну и директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисамуддинов. Большое ему отдельное спасибо за помощь в комментировании. Ну и слово предоставляется Олегу Тарасову. Турнир завершен. Поздравляю всех, конечно, прежде всего победителей. Я надеюсь, что так будет не всегда. Интрига должна быть, все должны расти и развиваться. Спасибо всем вам, дорогие хоккеисты, за хороший хоккей, за отличный праздник.
праздником вас! Ну и мы тоже присоединяемся к поздравлениям Олега Тарасова. Видимо, господин президент Федерации. Христос воскрес! Ну и, конечно, да, Христос воскрес. Олег Тарасов, видимо, вот про интригу, когда говорил, он имел в виду, конечно же, первую лигу, все-таки с 2010 года. У нас Якутск не уступает ни в одном турнире. Ну и приступаем к награждению. Со второй лиги начинаем. Третье место бронзовыми призерами становятся во второй лиге хоккеисты из Мегина Кангаласского района. Мы видим, поздравляет Олег Тарасов хоккеистов заречной команды. Вручается капитану кубок. Ну и видим то, что хоккеисты у нас с флагом вышли, получают медали и кубок. Аплодируют зрители и по-своему, по-хоккейному аплодируют участники соревнований, вот постукивая клюшкой по льду. И сейчас второе место. Приветствуем команду Усть-Алданского района, которая у нас завершила соревнования на второй ступени пьедестала почета. Вот у нас выходят представители Усть. Фото на память. Серебряные призеры, хоккеисты Усть-Алданского района. Ну и сейчас мы будем чествовать победителей второй лиги, второго по силе дивизиона нашей республики. Результаты известны. Победителями стали хоккеисты Кангаласского района. И вот как радостно подъезжает к 24. Вот сейчас заметят игрока. А под номером 32, если не ошибаюсь, выступал в этой команде главный редактор телеканала Якутия-24 Алексей. Уже отмечали ранее. Таким образом, сборная Хангаласского района в скором времени встретится с командой Якбор, которая заняла последнее место в первом. Ну, приступили мы к вручениям индивидуальных наград. И приз лучшему вратарю получает голкипера заречной команды. Оказался очень высоким. И это не осталось без внимания судейской коллегии. Ну и сейчас у нас вручается приз лучшему нападающему турнира. Команда Усть-Алданского района. Теперь мы приступаем к награждению лучшего защитника турнира. Давайте вот, пользуясь небольшой такой заминкой, напомним победителей и призеров соревнований второй лиги. Бронзовым призером чемпионата республики по хоккею шайбой стала команда чемпионата республики по хоккею шайбой 2018 года стала команда Хангаласского района. Так выглядит тройка лидеров второго по силе дивизиона республики. И сейчас, да, как я понимаю, мы приступаем к награждению
первой лиги, сильнейший дивизион нашей республики. Бронзовыми призерами чемпионата среди команд первой лиги становится сборная Нерюнгринского района. В 3 матчах команда из Нерюнгринского района набрала 3 очка, забила 15 шайб и пропустила 23. Еще раз приветствуем нерюнгринских хоккеистов и поздравляем их с бронзовыми медалями чемпионата. Теперь приглашаем серебряных призеров чемпионата Республики Саха-Якутия по хоккею шайбой 2018 года. Серебряные призеры. Команда Мирнинского района. За 3 соревновательных дня в 3 встречах мирнинские хоккеисты набрали 6 очков. Забили 25 шайб и пропустили 13. Напомню, что спаривали мирнинские хоккеисты золото чемпионата в нашем последнем матче против команды Якутска. Но по итогам 3 периодов в основное время сильнее оказались столичные хоккеисты 7-3. Ну и видим радостные, усталые, но радостные хоккеисты из Алмазного края получают свои заслуженные награды. Серебряные призеры нашего чемпионата, хоккеисты сборной команды Мирнинского района. Ну и видим то, что сразу серебряные призеры, получив свои медали, поехали благодарить своих соперников за, как я понимаю, хорошую игру. Были, конечно, стычки, были потасовки, но все это остается в матче. Сейчас турнир закончен. Очень нравятся мне строки из песни Тыниса Мяги: «В спорте есть соперники, в спорте нет врагов». Вот именно это мы наблюдаем сейчас на льду. Ну и вот, собственно, переходим к самому главному моменту нашего чемпионата. Победители чемпионата года, столичные хоккеисты, не уступают свой чемпионский титул. В этом году сборная Якутска показала стопроцентный результат. В 3 играх одержала 3 победы, набрав 9 очков, забив 37, внимание, 37 шайб, это лучший показатель. И пропустив всего 11, сборная команда Якутска становится триумфатором чемпионата республики. Поздравляем подопечных Константина Фаткулина. Здорово, здорово столичные хоккеисты провели этот турнир. Победили они, давайте еще раз вспомним с большим удовольствием. Сборная Якутска в первый день чемпионата в пятницу со счетом 10-4 победила соперников из Нерюнгринского района. В субботу, во второй день, Якутск с рекордным, кстати, счетом чемпионата. Самым результативным получился этот матч. Со счетом 24 Якутск победил коллектив Якбор. Ну и в заключительный день чемпионата сегодня мы начали трансляцию в 15:15. Сборная Якутска в напряженнейшей встрече со счетом 7-3 победила своего главного конкурента в лице мирнинских хоккеистов и по праву стала победительницей нашего чемпионата. Подопечные Константина Фаткулина также идут благодарить соперников. Ну и сейчас номинации. Начинаем с лучшего вратаря. Лучшим вратарем первой лиги становится Иван Регуш, страж ворот сборной Нерюнгринского района. Ну, вы все видели, да, то, что Иван Регуш действительно провел очень хороший турнир, неоднократно спасал даже в самых тяжелых ситуациях свою команду. Ну и также лично мне хотелось бы отметить стража ворот команды Якбор Илью Манаева. Также он, пусть команда пропустила очень много, проявил себя очень хорошо. Ну а мы поздравляем Ивана Регуша. А сейчас поздравление принимает
Сергей Нечаев. Ну что ж, очень интересный турнир у нас получился. Много борьбы, много эмоций, много открытого, зрелищного хоккея. Ну и, конечно же, взятие ворот. Первой лиги становится игрок города Якутска Васильев Ярослав, город Якутск. Лучшим нападающим чемпионата республики среди команд первой лиги становится игрок сборной команды Якутска Ярослав Васильев. Ярослав Васильев продемонстрировал нам, да, очень зрелищный, техничный хоккей. Действительно, игрок, обладающий хорошим арсеналом различных трюков. Старший тренер сборной республики Ярослав Васильев. Игрок города Мирный Некрасов Геннадий. Лучшим защитником чемпионата Якутии по хоккею шайбой 2018 года признан игрок сборной Мирнинского района Геннадий Некрасов. В сегодняшней встрече Геннадий отличился одним результативным броском. Это я вспоминаю матч против Якутска. После броска Некрасова счет тогда стал 3-2. Лучший бомбардир турнира признан игрок команды города Якутска. Лучший бомбардир. Третьяков Сергей. Лучшим бомбардиром у нас становится игрок сборной команды Якутска Сергей Третьяков. К сожалению, прямо сейчас у меня нет статистических данных, сколько же он забил. Но, знаете, дорогие друзья, я могу напомнить о том, что Якутск забил у нас на этом чемпионате 37 шайб. И, как я полагаю, весомый вклад внес именно Сергей Третьяков. Ножом ручной работы Тумигин Михаил, лучший ассистент турнира. Лучший ассистент турнира также игрок сборной команды Якутска Михаил Тумигин. Лучший ассистент. Награждается он, вот как объявили на арене, награждается, вручается ему якутский нож ручной работы. Хороший приз, отличный приз за отличное достижение. Любители спорта. Чемпионат Республики Саха-Якутия по хоккею среди мужских команд объявлен закрытым. Ну и вот официально чемпионат Якутии по хоккею шайбой 2018 года официально объявлен закрытым. Вручены все кубки, все грамоты, все медали. Выявлены все победители и призеры. Общее фотографирование в Ну и сейчас, конечно же, состоится традиционное общее фотографирование. И перед тем, как попрощаться, дорогие друзья, давайте вспомним о раскладе турнирных дел в обоих лигах. Во второй лиге у нас лидерство у Хангаласского района. На втором месте хоккеисты Усть-Алданского района. Тройку лидеров замкнули хоккеисты из Мегино-Хангаласского района. Ну и в сильнейшем дивизионе нашей республики победу праздновала сборная команда Якутска. На втором месте Мирнинский район. И на третьей позиции соревнования завершили хоккеисты из Нерюнгринского района. Да, и давайте вот еще раз режиссер телетрансляции предлагает нам вспомнить, как же сборная команды Якутска выиграла сильнейший дивизион. Вот мы видим шайбу красавиц в исполнении Васильева. Здорово разобрался с вратарем, показал в одну сторону, в другую. И просто шикарную шайбу провел игрок сборной команды Якутска. Это уже взятие ворот во втором периоде.
Никита Белов, вратарь мирнинской команды, грубо атаковал в этом эпизоде нашего игрока команды Якутска. После последовал бросок с дальней дистанции. А это уже шайба, которую свой актив записал Вадим Цикунов. Здорово убежал на скорости. Показал вправо, убрал влево и уже в падении практически закатил в пустые ворота Вадим шайбу. Очень много взятий ворот сегодня мы увидели. И на любой вкус, я думаю, что этот чемпионат удовлетворил запросы любого хоккейного гурмана. Ну и вот Чудинов на ваших телеэкранах радуется после очередной проведенной шайбы в ворота Мирнинского района. Это уже Яков Сандаков после блистательной передачи Вадима Цикунова отправляет шайбу в пустые ворота. Вот тут обогнул красиво Вадим Цикунов ворота, оставил в дураках всех своих соперников и выкатил просто блестящую передачу на Якова Сандакова, которому оставалось только попасть в пустые ворота, что, собственно, и сделал 14-й номер сборной команды Якутска. Ну что ж, дорогие друзья, завершился чемпионат, определены все победители и призеры. Очень надеемся, что вы получили удовольствие от просмотра всех этих матчей. Мы желаем вам здоровья, занимайтесь спортом и не болейте. До скорых встреч в эфире. В честь Пасхи в фирменных павильонах Якутской птицефабрики со 2 по 8 апреля покупателям 3 десятков яиц и более пасхальный набор